Тогда были войны. Вот. А сейчас уже войн нету, армии нету, ничего нету. А теперь вот другой вид, так скажем, борьбы идет. Вот это как раз интеллектуальная колонизация, захват чужого исторического наследия. Это тоже, так сказать, сейчас в открытую не воюют. Битва происходит в интернете, там на страницах бумаги, но от этого, так скажем, нервозности не меньше. Вот, когда, скажем, вот мы видим, и тут всегда хочется вот так сказать тюркским братьям всем, ну, ребята, ну, у каждого ведь своя великолепная история. Надо заниматься своей историей, не залезать, не нервировать других. Чужой огород не надо. Ведь от того, что вы там, скажем, как наши казанские братья пытаются всех, значит, татарами записать, от этого же никто же татарами не станут они. Ну, в любом случае не станут. Вот. Не станут, а только они тем самым только ухудшают к себе отношения. Да, к себе отношения ухудшают, естественно. У меня вот вопрос, не то, что мучает, я так-то ответ на него знаю, в принципе, но хотел бы, чтобы мои слушатели услышали от кандидата исторических наук. Хакназар. Был такой хан казахский. Казахские деятели, я их называю казаклинцами, ну, потому что они нас называют Нугайлы. Вот. И себя тоже Нугайлы называют, и на основе этого, оказывается, наше достояние – это их достояние. Понятно. Ну, хорошо, пропустим это, вот про Хакназара. Говорят, он, ну, я читал, что он правил в башкирской, Ногайской Башкирии, по-моему, даже вы говорили, насколько я помню, и стал ханом казахского ханства. И типа и Ногаев под себя подмел, и Башкиров подмел, и, ну, самих казахов, конечно, естественно. Что вы скажете на это дело? В чем, где здесь правда, где здесь неправда? Вообще, может, расскажете про Хакназара? Мне лично интересно вообще. Ну да, тут тогда надо немножко издалека пойти, да, то есть издалека пойти. В общем-то, там же есть разные даты образования там, казахского ханства. Но я лично считаю, что казахское ханство уже вот конкретно можно говорить о нем уже при, значит, там, с Касим хана, наверное, то есть начало 16 века, поскольку до этого, когда основатели династии казахских ханов Джанибек и Гирей, они все-таки находились еще в узбекском улусе и окончательно из него не выделились, и их называли тоже узбек-казаками. Узбек, потому что улус узбекский назывался, а казаками, потому что они, в общем-то, восстание подняли, в общем-то, отделились от Абулхайр хана узбекского, значит, единого хана. И потом, после Абулхайр хана, вот это шла долгая война, пока вообще окончательно весь этот узбекский улус фрагментировался, и, значит, уже внук Абулхайр хана, Мухаммед Шейбани хан, вот, со своими, значит, людьми ушел завоевывать Среднюю Азию, Мавераннахр, и все, кто с ними ушел, уже конкретно стали, так сказать, называться узбеками, а те, которые, значит, сгруппировались в Восточном Казахстане, там, в Могулистане там, и так далее, объединились вокруг Гирея и Джанибека, уже отбросили фактически вот это название узбек, стали просто там казаками называться. И уже, значит, фактически уже после смерти это произошло, вот это основатели вот этой династии Гирея и Джанибека, уже фактически, можно сказать, уже можно определенно говорить уже при Касим хане. Касим хан, да, действительно, это был мощный хан, вот такая была молодая воинственная общность, на вот таком, на пассионарном подъеме ему удалось, значит, распространить огромные, значит, пределы казахского ханства. Но ведь эти границы, ведь это же они были довольно-таки эфемерными, понимаете, там. То есть сегодня могло вот так там раздуться, завтра, значит, при каком-то военном поражении могло вот так, значит, до какого-то пятачка земли все это сдуться. И потом не надо забывать, какую роль играли, значит, мангытский юрт в то время. Мангыты это были делатели ханов. Вот, потому что это самое могущественное образование из постордынских тогда. И причем не просто ведь образование, они уже, так скажем, когда мангытский юрт образовался при Едигее, потом образовался, сформировался определенный круг племен, уже постоянных, и была своя, так скажем, династия правителей, которая четко осознавала свои политические задачи. А задачи были таковы, чтобы
не подчиняться никому из чингизидов и сохранять как бы свою самобытность. Но поскольку не подчиняясь чингизидам по законам того времени, там, вот эта идеология чингизизма, тебя нигде бы не воспринимали, там, допустим, как Ляри Бека или там, значит, как, скорее всего, как Улугбей, да, великого князя. И смотрели бы на свысока. Поэтому тут как бы взаимный был интерес и, значит, мангытских правителей, и, значит, чингизидов. Мог выйти любой чингизид, который не имел ничего под собой. Приехать на поклон к мангытскому би и сказать: давай, я хочу быть ханом, например. Тот говорит: хорошо, ты будешь ханом, но я буду при тебе, значит, формально считаться Бекляри Беком. Согласен? Тот: все окей, по рукам. Мангыты, значит, выдвигает войско, ставит его там, вот, и там или там, где угодно. Вот так же, значит, там в Сибири могли поставить, там еще где-то могли поставить. Вот. Это были такие делатели ханов. Вот. Ну, Касим хан, он сам как бы возрос. Он сам, так сказать, на волне вот это, значит, распада узбекского улуса, вот он добился таких высот. Но когда он умер, значит, пришли его преемники бездарные, и фактически вот это все сдулось обратно. Там Казанское ханство потеряло все свои, значит, вот эти завоевания в Западном Казахстане, там, значит, приорали, и фактически опять там откатилась к границам Моголистана. И вот потомок вот этого Касим хана, Хакназар хан, он же как раз в это время где? Опять находился в Мангытском улусе у делателей вот этих ханов. А как он там оказался-то? Но это была традиция, но мы не знаем как, может быть, в плен попал, либо, значит, ведь мангыты сами вот подбирали кандидатов, подходящих их, и взращивали. Такой, значит, был у них инкубатор по взращиванию ханов, лояльных к себе, чтобы потом их ставить, чтобы как-то вот... Это тоже как было в большинстве случаев утопия, что вот они взрастили хана, и тот будет до конца ему лоялен. Ну, обычно так не бывает и не бывало. Но, тем не менее, вот Хакназар хана, они вот у себя вырастили, он там рос при дворе. Вот его сделали, и потом ведь, как вот Трипалов пишет по его реконструкции, была Башкирия, а Башкирия это было что? Это было наместничество. Поскольку Башкирия, она ведь и в Золотой Орде, она не входила в улус Джучи. То есть Башкирия это была вассальная территория, как и Русь, допустим. Вот там, как Сафрагалиев писал, в Башкирии, там на Руси, в Мордовии, там, значит, монголы оставили вот эти местные династии, и такие, значит, вассальные владения были. Потому что это уже были сформировавшиеся этнические организмы, которые не вписывались в эту волосную систему улусу Джучи, они не были там разбиты разверстаны на сотни и десятки, вот как весь улус Джучи. Вот, не составляли, собственно, вот этого господствующего народа, державного народа улусу Джучи, а были вассальным образованием. И, соответственно, и в Ногайской Орде это тоже обособленность Башкирии, она сохранилась. Ну, во всех источниках мы так и пишем. Там Эль-Башкорт, там Иль-Башкорт, страна Башкорт, везде там пишут. Во всех восточных он как бы отдельно идет. А он выделяется из улуса Джучи. И в Башкирии тоже, значит, ногайские правители учредили наместничество. То есть, поскольку это было такое отдельный, значит, организм. И туда назначали вот своих этих наместников время от времени. И как Трипалов пишет, это был своего рода такой, значит, полигон. Не полигон, а такая практика была, управленческая практика для, значит, будущих ханов, султанов и так далее. И туда вот отправили на управленческую практику вот как раз Хакназар хана. Он был одно время ногайским наместником, значит, в Башкирии. А потом, когда уже, значит, он стал, значит, ханом, его провозгласили ханом, естественно, Ногай, мангыты помогли ему стать ханом. Вот, и при них вот мангытский, значит, Улугбей также и числился при нем Бекляри Беком и так далее. Вот. Вот такие были отношения. Ну да, в какой-то момент вот при Хакназар хане, там у него вот второй был, скажем, пик такого, да, при Касым хане, потом при Хакназар хане такой пик могущества, и уже Хакназар, так скажем, ну, вот по этой же, скажем, логике самой, когда уже, ну, больше не захотел подчиняться ногами, и даже
совершал походы против Ногаев. Но тогда уже, значит, Ногайская Орда уже вошла в состав Московского царства, и там вот эти походы Хакназар-хана были отбиты Ногаями совместно там силами Астраханского гарнизона. Вот. Такая судьба. Потом он там уже в борьбе с шибанидами, по-моему, значит, с бухарскими уже Хакназар-хан погиб в 1580 году, если мне память не изменяет. Ну, вот такая история. Поэтому я не знаю, тут как бы все предельно ясно. Тут я даже не понимаю, какие тут еще могут быть спекуляции вокруг его имени. Все давно описано, очень прекрасно и подробно. Хакназар одновременно владел и Башкирией, ну и казахским ханством. Было такое? Ну, или просто переместили с одного места на другое? Смотрите, как было. То есть значит, один момент, когда вот он даже в башкирских Шажире это отразился, он там на несколько лет буквально, там, когда начал свое наступление на Ногаев, это где-то уже, наверное, в 70-х, наверное, годах 16 века, вот на короткое время, значит, часть Башкирии, Южной Башкирии, в общем-то, он захватил ее. Но это длилось недолго, это длилось там несколько лет, и он потеснил Ногаев, буквально границам Волги стеснил. Но потом, как я уже говорил, значит, там произошло несколько сражений, Хакназар был разбит там совместными, значит, силами ногайцев и войск Астраханского гарнизона, и, в общем-то, откатился и там обратно потерял вот эту территорию современного западного Казахстана. Поскольку дальше мы там видим, что уже там вплоть до начала 17 века там владели вот этой территорией Алтыулы, да, Алтыульская Ногайская Орда. Потом в 17 веке ее калмыки заняли, они смели Алтыулов, калмыки там сидели. Вот. До этого ногайцы ею владели. Вот. Там непонятна была земля. Потом уже, когда уже в начале 20 века, когда с этими суральскими казаками, там итоги гражданской войны какие были на Южном Урале? Казаков полностью уничтожили, особенно уральских, вот, и оренбургских. Там уничтожили. Башкиру уполовинили, значит, татары выросли в 3 раза. Вот, я всегда смеюсь. Значит, это итоги гражданской войны. А потом, когда, в общем-то, казаков яйских не стало, эти территории были, в общем-то, присоединены к Казахстану, да? Вот. Вот. Поэтому эти территории, они вот западного Казахстана, северного Казахстана, они вот так, в общем-то, плавались. Ну, теперь понятно, я не к тому, пусть меня те зрители, которые будут смотреть из Казахстана, превратно не поймут, тут чистая история, граница нерушимая, все, что, так скажем, уже сложилось, уже пересмотру ничего не подлежит. Вот. Да, конечно, там здесь Советский Союз развалился, какая граница установилась, я вот всем говорю, так вот, она такая и установилась, все, бороться, да, там, воевать, претендовать на какие-то другие земли. Да, и тем более это сейчас и невозможно, там же все... Да, бессмысленно. Это бессмысленно, там эти земли, там уже с плотным казахским населением тут все, так сказать, вопрос исторически решен. Конечно. Но по поводу Хакназара хочу сказать, что там не только казахско-ногайская война была, это, можно сказать, ногайско-ногайская война была. Ну, Исмаил Би, который взял курс на присоединение к Москве, он, в принципе, объявил войну Юсуфу Бию. И этот Юсуф Би ушел к Хакназару. Вот. И оттуда уже, как вот Исмаил жаловался Ивану Грозному, мои племянники там что-то там завоевались и со мной там вот так вот нападают на меня. Да, я согласен, там к Хакназару много ногайцев перешло, и, конечно, войски Хакназара, они, естественно, там составляли там определенную, значит, значительную, значит, видимо, долю. Вот, это безусловно, это... Вот я и говорю же, что вот эта вся история трагическая, да, вот, что когда брат на брата и, собственно, все эти бессмысленные вот эти войны, эти убийства, значит, истребления, вот, собственно, и сейчас бы нам вот этим народом-то уже прекратить между собой выяснение отношений. Вот. Но видите как, молодые нации, вот как, значит, они так вот часто ведут себя довольно-таки агрессивно. Ну, я думаю, это болезнь роста, она рано или поздно пройдет. Ну, иншаллах. Иншаллах. Вот
У меня вообще в голове теснятся десятки, сотни, тысячи вопросов к вам. Если говорить, то можно до утра говорить. Ну, сутками говорить, можно говорить. Но я думаю, что 1 час 12 минут почти, что мы на связи, люди, современные особенности, люди не смотрят так долго, к сожалению. Ну, я, да, Вот. знаю, конечно. Да. Надеюсь, что мы продолжим еще наши эфиры. Конечно, конечно, конечно. Выберем тему и будем продолжать, как бы вот, как начали, Мгм. в том же духе. Обсудим другие исторические вопросы, современные вопросы. Я всегда готов. Ну, очень содержательный разговор был. Могу выразить благодарность.